Здравствуйте, в эфире программа «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. Специальная Олимпиада в Казани. Главные принципы нашей страны – равнодоступность каждому. Что это будет? Антидела. По приглашению приятно. Как антипрививочники и ковидиоты атаковали Общественную палату республики. Митинг оппозиции. Ну, как бы участвую, но не как оратор и так далее. Легальный, а потому малочисленный. Сегодня так получилось, что наша программа посвящена вечной проблеме человечества, зафиксированной во всех мировых религиозных книгах. Это борьба между тьмой и светом, добром и злом, разумом и безумием, любовью и ненавистью. Согласитесь, часто очень тонкая грань отделяет нас от пограничного состояния. Как часто мы говорим: «Я был вне себя, я не помню, что натворил, я был под воздействием чего-то, черт меня попутал, я словно потерял разум». Очень точно об этом написал Александр Пушкин. Помните? «Не дай мне Бог сойти с ума, нет легче посох и с ума. Да вот беда, сойди с ума, и страшен будешь, как чума, когда тебя запрут, посадят на цепь дурака, и сквозь решетку, как зверька, дразнить тебя придут». Иногда очень много усилий необходимо, чтобы пролить свет в темные души. В прошлом остались времена, когда, как говорил Александр Пушкин, умственно отсталых людей сажали на цепь, за решетку, превращали их в изгоев, которые не имели права на существование. В моем детстве в каждом дворе были такие безобидные дурачки, которые ходили обвешанные октябрятскими значками. Диагноз «умственная отсталость» ставят, если у человека зафиксировано неполное развитие психики, которое сопровождается интеллектуальными нарушениями. Как правило, это снижение интеллекта, плохая память, эмоциональная нестабильность. И сегодня общество старается их не замечать и обходит стороной, словно прокаженных. Но умственно отсталые люди тоже имеют право на жизнь, право на развитие в рамках своих возможностей, потому что другой жизни у них нет и не будет. Именно для таких людей уже 47 лет проводятся специальные олимпиады. Такая олимпиада пройдет и в Казани с 22 по 28 января 2022 года. Необходимость таких олимпиад основана на убеждении, что люди с интеллектуальными нарушениями при правильном и терпеливом обучении получают пользу в физическом, социальном и духовном развитии. Укрепляются семьи, прекращается их изоляция от общества, создается обстановка равенства, уважения, одобрения и, главное, меняется общественное сознание. К сожалению, иногда с виду нормальные люди ведут себя хуже умственно отсталых. Когда я читал реакцию некоторых пользователей интернета на сообщение о проведении в Казани специальной олимпиады, мне было очень стыдно за своих соотечественников, не способных подняться над уровнем своего корыта, живущих в злобе на весь мир и в темноте. Но и за их черные, черствые души мы должны бороться, вести их к добру и свету. Специальная олимпиада – это прежде всего символ благотворительности, человеколюбия и, конечно же, прощения. Это торжество светлого духа над мракобесием и злом. Диляра Юсупова продолжит. Беги! Беги, Форест! Понимаю то, что у меня воздуха не хватает, и за счет этого я не мог бежать в полную силу. Я бежал, насколько я мог. Нас в Бестяков вообще собрали, вот реально. Короткий сроки, он позвонил, надо участвовать. Мы такие, да, конечно, куда подойти, все. Они не задавали вопросов, как и каждое утро на протяжении всей своей сознательной жизни, когда просто приходили сюда, чтобы совершить прыжок, уложить соперника, отбить мяч. Спорт – это их свобода, которая позволяет не чувствовать себя иными, не слышать кривотолки за спиной, а слушать себя. Им нельзя отвлекаться на посторонние мысли, напряженная подготовка к специальной олимпиаде, о которой до недавнего времени они даже не мечтали. Она сама их намечтала. Все равно мандаж какой-то был, во-первых, еще когда куртку одел Татарстан, это уже какая-то другая ответственность. Это представляешь, во-первых, свой город, и потом еще и сам Татарстан, тоже какая-то ответственность. Вот это вот в себе надо было перебороть.
Интернат города Мамадыш. 7 ребят из 10 вошедших в сборную России именно отсюда. Они все с ментальными нарушениями, но это не помешало им выдвинуть Татарстан на 3-е место на специальной спартакиаде, на которую ребята шли, чтобы участвовать, а в итоге пришлось побеждать. Именно по зимним видам спорта мы участвовали впервые, и поэтому было маленько тяжеловато детей настроить и самому, и с составом как-то правильно угадать, и с дистанциями, потому что я в принципе не знал тот потенциал, ту возможность ребят, которые приедут именно с России. Город Мамадыш, маленький городок на берегу Вятки с населением около 15 тысяч населения, и противостоять таким грантам, ну, конечно, было маленько тревожно. Но тем не менее, ребята, в принципе, справились. Я когда бежал, я ни о чем не думал. Хотел быстрее до финиша доехать. Самое классное это было, когда первое место. Ощущения зашкаливали просто. Радостно было. Ты кричал? Что ты Я делал? кричал, отчасти прыгал. На таких играх нет и медального зачета, фиксации национальной принадлежности и разделения участников по командам. Спортсмены представляют только себя. Клятва атлета специальной олимпиады гласит: «Позвольте мне победить, но если я не смогу, то пусть я буду смелым в этой попытке». Для Алины такой лозунг не вполне привычен. Она уже чемпионка страны по армрестлингу и готова биться до конца. Однако на этот раз это зимние виды спорта. Алине пришлось встать на лыжи. Она взяла и доехала аж до 2-го места. Я не хотела ехать. Не хотела? Изначально не хотела? Тебя заставили? Сначала я не хотела, а потом подруга говорит: «Ну, тогда ты со мной поедешь», и я с ней поехала. Специальная спартакиада, которая прошла в Казани с 3 по 8 февраля, это некий тест-драйв больших специальных Олимпийских игр, главная миссия которых – адаптация людей с нарушениями интеллекта и продвижение инклюзивного общества, а не выявление сильнейших спортсменов. В соревнованиях может участвовать каждый, вне зависимости от спортивных достижений. Казань, как мы видим, к событию готова. Так называемая репетиция уже похожа на масштабную церемонию открытия самой настоящей Олимпиады. Сказочный Зеланд взмывает над Казанским Кремлем, как бы демонстрируя, что нет ничего невозможного. Спорт не имеет границ. И, конечно же, проведение зимних игр специальной Олимпиады – подтверждение этому. Миссия специальной Олимпиады раскроет главные принципы нашей страны – равнодоступность каждому. Это достаточно большая творческая работа. И та же группа, которая с нами работает еще со времен универсиады, это Игорь Яковлевич Крутой и его команда вместе с Сеченовым, значит, как раз предложили нам вот такое мероприятие, такое шоу провести, так скажем, практически за год до начала игр и презентовать вот в таком, значит, ключе талисман, символ игр. За годы, что существует движение, соревнований достигли такого масштаба, что вполне могут сравниться с обычными Олимпийскими играми. Дата основания – это 1968 год в Америке. Именно сестра президента Юнис Кеннеди основала это движение. Юнис Кеннеди в 60-е годы выступала в поддержку граждан с невротическими физиологическими отклонениями. На тот момент отношение к людям с подобными проблемами было совсем не идеально. И вот пришел черед и нашей страны. Страны, которая давно участвует в Паралимпийских играх, где в каждом, даже самом маленьком уголке мира есть люди, готовые снова и снова доказывать: внешность обманчива, а вот сила духа никогда не врет. Такие лыжи от Ирины Васильевны Поляковой. Она у нас 4-кратная чемпионка по Паралимпийским играм, да? Они хотят сами кататься, а никак не можем. А взяли, вот посадили еще 2 и будут участвовать. Вот он первый раз попробует участвовать, да? Ну как? Адреналин. Адреналин. Ну ничего, попробуем в этом году. Первый раз, правда, и занимаемся мы недавно, конечно.
Специальная олимпиада со временем превратилась уже в неспециальную благотворительность. Компании и партнеры в рамках программы перечисляли суммы в благотворительные фонды, которые работают с особенными детьми. Устраивали акции, где любой желающий мог внести пожертвования. Но помочь можно не только финансово. Все дни спартакиады с участниками работали волонтеры, самые обычные ребята и особенные спортсмены, оставившие особенное впечатление и особенные сложности. Все очень индивидуально, потому что здесь нет такого, что у них есть какой-то паттерн поведения. Они очень все разные, им очень важно показать себя, и в спорте это очень сильно помогает. Они и в жизни довольно целеустремленные ребята, и в спорте это дает им стимул. В 2022 году пройдут соревнования по 7 видам спорта – горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах. Многие из участников вообще впервые встанут на лыжи или коньки, ведь это история про равные возможности, покорение новых вершин и неизменное стремление к цели. А кто, как не инклюзивные спортсмены, знают больше о ежедневном преодолении себя. В каждом дивизионе будут соревноваться не более 8 человек, а на пьедестале останется 8 мест. Никаких проигравших. Диляра Юсупова, Андрей Мохов и Андрей Кузьмин-Синий. Казань заслужила право проведения специальной олимпиады, конечно, не случайно. Этому предшествовала огромная работа, которая превратила сегодня столицу Татарстана, не побоюсь этого слова, в мегаполис европейского уровня. Вспомните, совсем недавно она была старым, замызганным, грязным провинциальным городом. Я еще помню времена, когда весной на улице Кирова и Нариманова застревали машины, а дворы домов на улице Баумана напоминали зловонные гетто, где царили нищета и зло. Затем случилась программа ликвидации ветхого жилья, газификации первого президента Татарстана Минтимира Шаймиева, тысячелетие Казани, универсиада, футбольный мундиаль, WorldSkills и много других событий мирового уровня. И, конечно, кардинальные изменения в облике наших городов и сел не могли произойти без развития экономики Татарстана, без успешной работы наших промышленных гигантов, без Татнефти, Таифа, КАМАЗа, прорывных инвестиционных проектов президента Рустама Минниханова, без преемственности власти. Казань постепенно превращается в город света, но очень важно, чтобы мы стали городом добра, центром возрождения духовности. Восстановление древних Болгара и Свияжска заложили фундамент этого процесса, и мы, несмотря на все трудности, продолжаем движение в этом направлении. Положа руку на сердце, мы должны признать еще один факт. Все эти судьбоносные проекты, которые реализовали в Татарстане, были бы невозможны без поддержки федерального центра, без взаимного доверия и признания Татарстана на зависть всем соседям как особой республики, способной решать самые сложные задачи. Тимур Бекмурзин решил напомнить важнейшие этапы нашего непростого пути, которые предшествовали проведению первой специальной олимпиады в Казани. И в России, конечно. Третья столица, спортивная столица России, гастрономическая, туристическая, с учетом Болгара и Свияжска, город чемпионов, инновационная столица, имея в виду Иннополис, и каждый из этих ярких эпитетов про нашу Казань. А если же мы говорим про Татарстан, как не вспомнить нефтехимическую столицу страны Нижнекамск и автомобилестроительную Набережные Челны? Важный момент. Всеми этими названиями и эпитетами мы не сами себя наградили. Их нам дала страна, Россия, и мы подтверждаем их год от года. Это бесспорно наша заслуга, заслуга многонационального татарстанского народа, трудовых коллективов, дружной команды первого и действующего президента Татарстана. И это, может быть, в такой же степени и заслуга всей России, ее политического руководства, президента Владимира Путина. Правда заключается и в том, что вот за последние 2 десятилетия всегда есть глобальные, очень мощные такие драйверы в виде, ну вот по здравоохранению это был нацпроект здоровья, 6-8 год, там в середине, значит, десятых уже с переходом была программа модернизации здравоохранения. Сейчас с 2018 года национальный проект здравоохранения, демографии, которые дают и средства, и дают возможности, направления для того, чтобы были решены радикальные, вот самые важные вещи. Владимир Владимирович Путин достаточно тепло относится к республике. Даже самая элементарная статистика это показывает. Количество посещений.
от 1 до 4 в год. Мы всегда доводим до конца то, что обещаем, выполняем. Поднялись на универсиаду, сделали ее. Чемпионаты мира по футболу, по водным видам спорта. WhatSkills. Все, что угодно можно вспомнить. А это огромные объекты, огромные напряжения всей республики, всех наших граждан. В какой момент начался этот, выражаясь спортивной терминологией, спорт Татарстана? Политический вес молодая республика набрала еще в начале 90-х. При первом президенте Минтимере Шаймиеве тогда же начался мощный экономический подъем. Важнейшей вехой в истории всего Татарстана стало празднование тысячелетия Казани. Мероприятие тогда вышло на международный уровень, и с этого момента Казань уже не сходила с мировых орбит. Всеобщее спортивное признание и признание города, который способен принимать соревнования и мероприятия самого высокого международного ранга, пришло к Казани сразу после Универсиады 2013 года. Очень кропотливый труд. Тимирхан Зиядинов хорошо запомнил этот всплеск интереса к Казани, Татарстану и спорту в целом, и ему есть чем сравнивать. В середине 90-х он сам, действующий спортсмен, дзюдоист, испытывал серьезные затруднения с поиском места для профессионального занятия спортом. Сегодня, говорит бизнесмен и основатель национального бренда «Алга», просто раздолье и для тех, кто идет к большим высотам в спорте, и для тех, кто просто ведет здоровый образ жизни. Как регион, если не брать за основу Москву и Санкт-Петербург, мы номер 1. Универсиада, нам наследие универсиады оставило такие комплексы. Мы единственный регион в стране, где в каждом районе есть хоккейная площадка, где есть в каждом районе борцовский ковер. Вот. Нет таких регионов. Все это относится не только к спорту, но и к таким сферам, как поддержка бизнеса, говорит Тимирхан. Производитель спортивной одежды намерен со своим брендом выйти на мировые рынки, а через пару-тройку десятков лет стать в один ряд с гигантами в этой индустрии. Вот в нынешних условиях, да, по сравнению с 90-ми, что было, сейчас просто шикарные условия для возможности для развития предпринимательской деятельности. Те, кто постарше, помнят, что этих объектов не хватало, например, на всю Казань, миллионный уже город, да, 79-го, как известно, да, было всего 2 бассейна. Приезжают наши друзья, наши родственники, всегда говорят: красавица Казань, поэтому вот как раз вот то наследие, которое осталось после проведения всех различных мероприятий, оно вот используется нами. Прошло какое-то спортивное мероприятие, чемпионат мира, несколько лет его нет, мы используем этот объект, но потом будет следующее мероприятие. Нужно понимать, что это вернется. И вдобавок опыт проведения таких вещей, он очень ценен. Это приветствуется, и Казань все чаще будет побеждать в соответствующих конкурсах. В чем еще неприходящая ценность этих больших стартов, крупных строек, важнейших инфраструктурных проектов? В том, что они сами по себе выступают в качестве антикризисных мер, когда мобилизуют огромное число людей, ресурсов, создают новые рабочие места. Кроме того, большие проекты всегда имеют так называемый синергетический эффект. Будь то очередной чемпионат мира или строительство федеральной трассы или что-то еще, как круги по воде расходятся волнами новые возможности для Татарстана и его жителей. В строительстве, в сфере производства спортивной одежды, индустрии гостеприимства, в том же здравоохранении. Для реализации национальных проектов республике, выделено 31 миллиард, из них 22 миллиарда из федерального бюджета. Поэтому это не может не расцениваться, когда определенная поддержка, она колоссальная поддержка. Сейчас все без исключения поликлиники в республике отремонтированы. И это, значит, не просто стены крашеные, только вот за 2020 год оборудование было куплено там больше 10 тысяч единиц медицинского, 4 там, более миллиарда рублей. Сейчас стационары начинают, программа уже она идет. При этом всем понятно, что Татарстан не является дотационным регионом, что тоже очень важно, потому что есть регионы в силу ряда обстоятельств, живущие в основном на федеральные дотации. Сегодня у Татарстана есть своя стратегия социально-экономического развития, есть свой путь, и есть поддержка на федеральном уровне, поэтому мы можем, пусть и пока со сдержанным, но оптимизмом смотреть в будущее. Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. 7 дней. Борьба тьмы и света происходит постоянно, с переменным успехом. Об этом мы говорили в начале программы. У меня в руках замечательная книга. Она называется «Смерть экспертизы». Ее автор – американский ученый и политолог Том Николс. Перевод названия не слишком удачный. Скорее, книга называется «Смерть экспертного знания». И вот тут замечательный подзаголовок.
Как интернет убивает знания. И вот уже в предисловии мы читаем очень верные слова. Сегодня меня особенно поражает не то, что люди отмахиваются от мнения экспертов, а то, что они делают это так часто в самых разных ситуациях и с таким гневом. Это не столько недоверие, вопрос или поиск альтернатив, сколько нарциссизм в сочетании с презрением к чужой компетентности, то есть своего рода попытка самоутверждения. Каждый из нас не только якобы так же умен, как любой другой, мы все считаем, что мы самые умные люди на Земле. И никогда еще мы не ошибались так сильно. Пандемия коронавируса десятикратно обострила эти проблемы. Наука еще только начала делать первые шаги в изучении этой болезни, а у нас появилось огромное количество ковид-диссидентов, невежественных графоманов, простите за выражение, лекарей-ведьмаков, якобы обладающих неким особым знанием. Смертоносный вирус вывел наружу не только героизм, самопожертвование, гуманизм тысяч людей, но и самые темные стороны души наших соотечественников. Мракобесие, агрессивное глухое невежество заполнили интернет. И тут и там прорываются наружу. Характерный пример мы могли наблюдать на этой неделе на круглом столе в Общественной палате в Казани. Круглый стол был посвящен вакцинации. Были приглашены, не побоюсь этого слова, светила российской науки, работающие в Казани. Теоретики и практики медицины, эпидемиологи, микробиологи, доктора наук. Но мероприятие было фактически сорвано группой агрессивных противников вакцинации, которые устроили истеричный шабаш на важном и нужном мероприятии, опустив разговор на уровень ниже плинтуса. Об этом Татьяна Тимошенко. Этот круглый стол собрал практически консилиум лучших врачей республики, профессора, доктора наук, инфекционисты, эпидемиологи, генетики, главврачи ведущих клиник. Были общественники, пригласили представителей антипрививочного движения. От них пропуск получили 4 человека. Все для того, чтобы дискуссия была максимально открытой. Была организована трансляция по видеоконференции для всех, у кого были вопросы по вакцине к экспертам научного сообщества. По приглашению В зал смогли прорваться 2 активиста. Еще с десяток остались в коридоре. Прорвавшиеся фактически вытолкали из кресла заведующего кафедрой эпидемиологии Казанской медицинской академии. В растерянности известному ученому приходится искать другое кресло. Всем остальным светилам и организаторам от заявлений и вопросов активистов-антипрививочников приходилось просто хвататься за голову. Если взглянуть детальнее на биографию возмутителей спокойствия, становится понятно почему. Италия. У меня в Италии несколько пациентов, и в том числе одна у меня в городе Бергамо. Она там заболела, и я все получала из первых рук. Я ее консультировала по телефону, она, слава богу, она понимала, что опасно обращаться в больницу. Познакомимся поближе. Гости из Санкт-Петербурга. В интернете мы находим женщину с очень похожим лицом и таким же именем в городе на Неве. Ветеринар. Специалист по мелким домашним животным. Любит рассказывать и обучать владельцев. Я представляю большую всероссийскую международную общественную организацию, в которую входят врачи, профессора, академики. Алина Лушавина, врач-невролог из Самары. По ее словам и многочисленным роликам в интернете она возглавляет некий совет независимой ассоциации врачей. Из открытых источников узнаем, несколько лет назад Лушавина баллотировалась в Самарскую губернскую думу от партии «Воля». Решением Верховного суда партия ликвидирована за экстремистскую деятельность в 2016 году. Основательница «Воли» Светлана Лада-Русь, тоже бывшая жительница Самары, известна тем, что предсказала нашествие рептилоидов с планеты Нибиру и тем, что остановила радиоактивное облако рукой. Вот ее посты и видео на эту тему. Сейчас она находится в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью. Найти независимую ассоциацию врачей оказалось делом нелегким. Своего сайта нет, но соцсети пестрят масштабной деятельностью. На сайте некоего Общенародного союза Возрождения России находим несколько публикаций со словами «Наша независимая ассоциация врачей» и видим уже знакомую фамилию – Алина Лушавина. Как оказалось, она с коллегами уже брала штурмом российский Роспотребнадзор 30 декабря. На кадрах все те же лица, те, которые теперь приехали в Казань, чтобы выяснить последствия вакцинации для человека. Он не сможет заболеть. То есть это тот результат, который
но ради которого и нацелена вся вакцинация. И вакцинация вообще, как мера профилактики, нацелена именно на этот результат. Это тот результат, который доказан временем. Это вы так сказали. Меня интересует научное, пожалуйста. Как ни пыталась казанская профессура и организаторы объяснить действие вакцины, призывая участников к порядку, диалога не получилось. Согласно нашему с вами сегодняшнему мероприятию в Общественной палате Республики Татарстан, где есть определенные требования к нашему с вами взаимодействию, то бишь уважение друг к другу, то бишь уважение к тем, кто выступает. Уважаемые коллеги, давайте начнем эту работу. Каждый из вас, каждый получит возможность выступить. Каждый. Не получилось и задать свои вопросы жителям Казани, пришедшим на круглый стол и в какой-то момент потребовавших вывести заезжих гостей из зала. Они никого не хотят слушать, они только свое кричат. Надо их просто вывести из зала. Коллеги, Ирек Мунирович, мы такие же специалисты. Круглый стол с учеными, с именами общероссийского масштаба и организованный для общественности республики оказался сорван. Довольными остались только громкие гастролеры. Позже пояснили, онлайн-трансляции с нескольких камер довольны, все, что нужно для их агиток, получено, разъезжаются по домам. Пока антипрививочные попытки штурма наблюдались только в Москве и в Казани, основные же бои за умы независимая ассоциация разворачивает в интернете. И я впервые о ней услышал на круглом столе, посвященном проблемам вакцинации населения от COVID-19. Поэтому я могу черпать информацию только из открытых источников, ну, в частности, их страницы ВКонтакте, их информации на других сайтах. Так что мы с вами в одинаковом положении. В новый закон о борьбе с фейками предложено внести поправку, обязывающую соцсети блокировать публикации с недостоверными сведениями о вакцинации, причем не только от COVID-19. С 1 февраля уже вступил в силу закон, обязывающий владельцев соцсетей находить и блокировать недостоверный и противоправный контент. Антивакцинальное лобби – это проекты, которые существуют во всех странах, и, как ни странно, активизация этих проектов осуществляется в так называемый предвыборный период, в электоральный период. Эта позиция антинаучна, она приводит к тому, что люди принимают неправильное решение. Нерешительность в области вакцинации является одной из главных угроз для человечества в будущем. В истории науки такого никогда не было. Весь год лучшие ученые мира работали практически только над одной проблемой – как остановить коронавирус. Гонка за создание вакцины, ее производство и распределение стала гонкой на выживание. Канада, например, официально заявила, что на каждого жителя будет закуплено 4 дозы, учитывая потери при транспортировке. В Европе из-за дефицита появился вакцинный туризм. Власти Испании заявили, что готовы развернуть прививочные пункты на крупнейших стадионах. Те же возможности рассматривают в США. Нам никуда не деться. Ковид, как грипп, он никуда не уйдет. Он будет с нами пожизненно. И нам надо будет всем вакцинироваться. Я подозреваю, что через 5-10 лет будет другой вирус ковида. Только другой коронавирус, может быть, не будет называться ковид. Вакцинироваться надо по-любому. Вы понимаете, вакцинация у нас единственное адекватное средство профилактики вирусных инфекций, борьбы с ними. Вакцинация настолько оказалась демонизирована в течение многих лет, что обывателю в самом хорошем смысле трудно сформировать иммунный щит от нападок носителей домыслов и мифов. Это все-таки идеология, за ними стоит идеология, поэтому они такие эмоционально заряженные. Поэтому у них есть, с их точки зрения, определенная миссия. Миссия, которая, если судить по их высказываниям и публикациям в интернете, миссия открыть людям глаза на правду. В данном случае правду, связанную со здоровьем, раз это врачи. Они считают, что все, что происходит в научном сообществе, это неправда. Что за наукой, за министерствами здравоохранения, за Всемирной организацией здравоохранения стоят темные силы. Перевертыш сознания уже происходит. Естественные для человека опасения и страхи стали главным козырем для тех, кто пытается вернуть общество к средневековому сознанию, где царят чудовища и мракобесие.
Татьяна Тимошенко, Андрей Мохов, Сингий. То, что мы наблюдали сейчас, это современная форма проявления чумных и холерных бунтов, которые бушевали в средние века и не только в России. Люди из-за нелепых слухов, порыве паники и страха тогда убивали лекарей и даже священников, которые говорили о мерах изоляции и профилактики грозных заболеваний. Все действия ученых людей трактовались тогда как служение нечистой силе. Толпа устраивала буквально самосуд, теряя последние остатки разума. Сейчас, конечно, слава богу, более цивилизованные отношения, но в принципе смысл тот же. Мы, конечно, полетели в космос, но, как оказалось, в любой момент можем вернуться к состоянию средневекового невежества и мракобесия, и это меня удивляет больше всего. Тьма живет в каждом из нас и в любой момент может вырваться наружу. Ну, вроде бы, не хочешь делать прививку? Не делай. Зачем так агрессивно и безапелляционно обращать свою веру других людей? Зачем распространять нелепые домыслы и слухи, не желая слушать специалистов? И главное, откуда берутся такая дремучая агрессия и истерика у вполне себе приличных и образованных женщин? Непонятно. Читаю список противников прививок, приглашенных на этот круглый стол. Бухгалтер, сотрудник кадрового агентства, продавец ЦУМа, домохозяйка, врач-офтальмолог. И все они уже прекрасно разбираются в микробиологии, вирусологии, иммунологии и готовы повести нас в прекрасное бесковидное будущее без прививок. Это трагикомедия, театр абсурда, ставший реальностью. Представляю страшную фантастическую картину из прошлого. Продавец ЦУМа и сотрудник кадрового агентства сжигают на костре инквизиции доктора наук, иммунолога, который посмел утверждать, что прививка работает, а Земля вертится. Не открою секрета, любое лекарство, начиная с валидола, а тем более вакцина, это определенный риск для организма. При явной схожести мы все разные и реагируем по-разному, и болеем по-разному. Но другого способа справиться с грозным заболеванием нет. Так мы победили черную оспу, дифтерию, корь, паротит и десяток других заболеваний. Для примера, в Израиле вакцинировали уже 40% взрослого населения. Для этих целей там используют стадионы. Евреям никак не откажешь в мудрости и дальновидности. В России привитых всего 1%. И это, конечно, ничтожно мало. Между тем, пока мы спорим, ковид продолжает собирать смертельную жатву. Многие из нас, в том числе и я, уже прошли через большие жизненные трагедии и в прошлом, и в этом году. И будет еще много трагедий. Я не пугаю вас, я лишь хочу сказать, что ближайший год будет тоже непростым. Как ни странно это звучит, но и сегодня мы не можем давать даже краткосрочные прогнозы. Что будет, никто не знает. Вирус, увы, эволюционирует, он становится заразнее, сильнее, и мы не знаем, станет ли он смертоноснее. Поэтому нам тоже нужно вооружаться, не сидеть на месте, а делать что-то. Мы говорили много раз, это гонка вооружений, в которой мы обязаны победить. В конце концов, нужно подумать и о близких вам людях. Каждый день приносит новые трагедии. Об одной из них Михаил Любимов. Очень благодарна республиканской больнице, конечно, что есть такая возможность увидеть и поддержать родственника. Ну, поддержать, поговорить, объяснить ему, что мы его дома ждем, что все нормально будет, что он выздоровеет. Жительница Высокогорского района Федосия Викторовна Захарова вот уже 3 недели не видела своего отца. Стабильно тяжелый, в реанимации, дышит сам. Вот и все, что она слышала в эти дни. Она впервые в этом здании, в здании бывшего травмоцентра, где расположился временный инфекционный госпиталь РКБ. Ее отец здесь. И сегодня она увидит его. Вчера позвонили, предложили, что можно в РКБ пройти в больницу, в реанимацию, так как папка долго уже лежит там, что ни с кем не общается, телефона нет. Чтобы настраивался на выздоровление, чтобы не опускал руки, чтобы боролся. Нет, не страшно. Лишь папку увидеть. Сегодня у нас
в общем, не самое обычное посещение госпиталя. Не сказать, чтобы все предыдущие разы мы ходили сюда совсем без пользы, но сегодня мы идем в госпиталь практически с лекарством. Федосия Викторовна Захарова сегодня та часть терапии, которую здесь иногда, но все-таки практикует. Вы идете к папе вашему, да, который в реанимации да, находится. И идете, конечно, с желанием как-то помочь, приободрить. Да, поддержать. Это последнее средство, к которому лишь в исключительных случаях, но прибегают в госпитале. Этот случай таков. Врачи прекрасно знают, как сказывается на человеке длительное пребывание в реанимационной палате. ковид слишком часто отбирает не только жизненные силы, но и само желание жить и бороться. И это худшее, что может произойти. Кроме эмоций, тех сил и эмоций, что способен дать лишь самый родной человек. 65-летнему Виктору Ивановичу Захарову, находящемуся вот уже 8 дней в реанимации, сейчас нужно именно это. Он уже знает, что его дочь не раздумывала ни минуты, получив это предложение. Естественно, когда мы приглашаем близких родственников, они нам, безусловно, это все помогает бороться против любого недуга, в том числе и этой новой вирусной инфекции. Начнем с того, что сам вирус вызывает некие депрессивные состояния. Когда приходят родственники, мы приносим только позитивные эмоции, что идет забота со всех сторон, забота со стороны врачей, забота со стороны медперсонала и, конечно же, забота со стороны родственников. Пап, привет. Узнал? Не плачь, пап. Не плачь, все хорошо, Анна. Все хорошо, не плачь. Все нормально будет. У тебя уже все лучше встает. Ладно? Терпи только и все. Ладно? Не плачь. Не расстраивайся. Зараза прицепилась к тебе. Ладно, пап, ты все нормально будет, ладно? Плохо? Нету? Дышать только тяжело? Нет, нет. Легче становится? Эта встреча одна из немногих, которых знали эти стены. Российские законы теперь не запрещают посещение родственников в реанимации, но это красная зона, и здесь свои правила. У Федосии Викторовны Захаровой будет 20 минут на то, чтобы постараться сделать то, что не могут сделать врачи. Постараться открыть эту дверь к выздоровлению своим ключом. В эти 20 минут именно она здесь главный лечащий врач. Какие бы лучшие специалисты ни были, если пациент не желает, не может найти силы преодолеть этот барьер, ничего у нас не получится. И близкий человек это знает, этот ключик. Близкий человек может подсказать, и мы получаем достаточно хорошие, по крайней мере, для нас это очень важно, результаты. Любому трудно на выходе из реанимации, но представьте себя на месте этой женщины. А посмотрите, он не плачет? Он? Да. Смотреть плачет. Нет, все хорошо. Нет? Все хорошо. И вы не плачете. Уже на следующее утро и Федосия Викторовна, и мы на утренней общей планерке узнали о том, что Виктор Иванович Захаров чувствует себя значительно лучше, что действительно меняются даже анализы, что воля к жизни снова живет в этом человеке. Увы, последствия инфекции непредсказуемы, и эта история не имеет счастливого конца. Набирайся терпения, нам с тобой только время нужно. Через неделю мы узнали, что тогда они смотрели в глаза друг другу в последний раз. Виктор Иванович Захаров скончался в реанимационной палате 3 февраля 2021 года. Он умер внезапно, с надеждой в своем сердце. Его дочь и сегодня считает, что сделала тогда большое дело.
Она была там, где она должна была быть всегда, и она показала нам, что, увы, опасения сбываются чаще, чем надежды. Не нужно тирании результата. Если дело кончилось плохо, это не значит, что плохой конец был неизбежен. Иногда мы слишком поздно осознаем, насколько мы все связаны. Здесь всегда пишут что-то, мы напишем, давайте вот это важное слово «семья». Вы часть семьи пациента, и вы часть этой большой семьи, которая думает о пациенте. Удачи вам. Спасибо. Берегите родных и близких, пока они рядом. Относитесь с пониманием к работе врачей. Они делают все, что могут. Делаем ли мы? Сегодня мы все одна большая семья. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. Еще раз нужно оговориться. То, что мы сейчас увидели, исключение из правил. Правило не позволяет родственникам находиться в красной зоне инфекционного госпиталя. Безусловно, решать в каждом случае могут только врачи и никто другой. И не нужно протестовать, если вам откажут в подобном посещении ваших близких. На то может быть множество причин, и не все из них могут раскрыть даже вам, самым близким людям. Мы продолжим нашу программу через несколько минут. Смотрите далее. Митинг оппозиции. Как бы участвую, но не как оратор и так далее. Легальный, а потому малочисленный. В понедельник президент республики принял участие в итоговом заседании Совета Агрыцкого района. Перед началом сессии Рустам Минниханов осмотрел выставку продукции местных предприятий. В этот же день Рустам Минниханов принял участие в расширенном заседании Совета при президенте республики по образованию и науке и Республиканском оргкомитете по подготовке и проведению в республике Года науки и технологий. Молодой ученый из Иннополиса Владимир Максименко в Москве участвовал в заседании Совета по науке и образованию. Его провел президент России Владимир Путин. Старший научный сотрудник университета Иннополис оказался в числе 4 отмеченных в стране за вклад в развитие отечественной науки. Рустам Минниханов встретился с председателем Думы России, председателем Совета муфтиев России Равилем Хазратом Ганюдином. Обсуждались вопросы подготовки и празднования 1000-столетия официального принятия ислама в Волжской Булгарии. В ходе рабочей поездки в Баблинский район Рустам Минниханов обозначил главные вопросы развития муниципалитета. Там прошла районная сессия, обсудили вопросы дефицита медкадров, снижения надоев и низкую зарплату в АПК. Рустам Минниханов встретился с главой Федерального агентства по делам национальности Игорем Бариновым. На встрече обсуждались вопросы реализации государственной политики в сфере межнациональных отношений. 14 февраля на 80-м году жизни умер заслуженный юрист России и Татарстана Рашид Салахов. Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования родным и коллективу арбитражного суда. Рашид Салахов за 15 лет во главе арбитражного суда республики многое сделал для становления обновленного арбитражного судопроизводства. В субботу в городах и районах Татарстана стартовала всероссийская массовая гонка «Лыжня России» и «Лыжня Татарстана». В ней приняли участие профессиональные спортсмены и любители зимнего вида спорта. Накануне Дня всех влюбленных по городам России проходила акция волонтеров «Путин Тим». Молодые активисты во дворах фонариками выкладывают надпись «Путин Тим». Мы продолжаем программу. Вообще есть такое ощущение, что мы как-то раскололись, разбрелись в потемках, в поисках истины. Абсолютно во всем. И в первую очередь, конечно, в вопросе о том, как нам жить дальше. Здесь градус дискуссии таков, что, как мне представляется, до массовых физических люстраций несогласных уже совсем недалеко. И пусть нас не обманывает временное затишье на этом фронте. Скоро наступит резкое политическое потепление, новые выборы, эпидемия продолжится. Конечно, то, что было сегодня на площади Тысячелетия в Казани, сложно назвать политическим событием. Реальность сейчас такова, что туда, где невелик шанс столкновения с полицией, толпа не пойдет. Ей там не интересно, движухи нет. Ведь сегодняшний митинг был санкционирован, то есть задерживать людей, находящихся там, никто не собирался изначально, при условии, что все пройдет мирно в установленных рамках. Как все прошло? Об этом Зуфар Давлетович. Митинги несанкционированные и официально разрешенные. Что общего и в чем различие? Общее в том, что и там ругают власть.
Различие. Организаторы не прячутся. Представители власти стоят спокойно, никого не задерживают. Ну, собственно, и собравшихся меньше. Лица спрятаны под масками, краски на флагах разные. Это то место, где левые и правые вместе собрались против центра. С трибуны было объявлено, что организаторы – физические лица, но лишь один из них не стал обозначать свою принадлежность к партии. Марсель Шамсудинов, ранее известный как представитель партии «Парнас», на этот раз объявил себя просто политиком и общественным деятелем. Мы выступаем за всю демократическую Россию. Так получилось, что только у нас в Казани мы смогли организовать этот митинг. Мы ответственны за всю страну демократическую сейчас. Ура! Ура! Каждый выступающий произносил слова о деградации власти, необходимости смены ее и законов. Одни просто констатировали проблемы, другие призывали к конкретным действиям. Я прошу всех, у кого есть возможность не уезжать, остаться в стране и пытаться изменить нашу страну к лучшему. Потому что когда эта власть рухнет, нам понадобится сотни тысяч людей, которые будут менять эту страну к лучшему. Организаторы все же представители общественных движений и партий, причем не парламентских. Первое – это против политических репрессий, в том числе по событиям 23 января и 31 января. И в целом против коррупции в нашей стране, против фальсификации на выборах и за изменение выборного законодательства. Более разнообразным было представительство тех, кто пришел посмотреть и послушать. Я за компанию, я не сказать, что сильно политически активный. Чисто поржать. Человек должен быть как мужчина с большой буквы слова, своим словам хозяин. А если такого нет, до свидания, товарищ с бункера. Это в эфир, наверное, не попадет, я больше чем уверен. Официально было разрешено присутствие на митинге 200 человек. Для этого была подготовлена площадка, обозначенная 3 слоями металлических ограждений. Те, кто не успел пройти на эту площадку, могли наблюдать за происходящим за заборчиком. За свободу политических заключенных. Если мы не будем выходить сегодня, на их месте окажемся мы. Мы за политические реформы, чтобы, как во всем демократическом мире, была сменяемость власти. Это потому, что люди сегодня не имеют социального лифта. Нет лидеров, которые могли бы озвучить. Ведь не секрет, что каждый человек, как говорил Ленин Кухарка, он же не будет сидеть и формировать свои запросы. И мимо проходили, сюда решили зайти, да? Я просто хотел, чтобы мир был, и это был. Все. А насчет Путина? Если Путин не был бы, Америка нас завела бы. Рядом, на территории центрального стадиона, в это же время проходило детское спортивное мероприятие, звуки от которого были хорошо слышны участникам митинга. Организаторы политического мероприятия усмотрели здесь подвох. Мы слышим, как боится нас эта власть. Они специально дали нам место около центрального стадиона, чтобы использовать звуковые установки центрального стадиона и глушить нас митинг. Первый этап 4 февраля, второй этап на прошлой неделе должны были, но из-за холодов отменили, поэтому решили сегодня провести. Красные и белые, молодые и пожилые, полиция и митингующие на этот раз не стали спорить. Мероприятие закончилось в положенное время без конфликтов. Резолюцию приняли, обещали продолжить. Будьте добры, кто с ёршиками, подойдите, пожалуйста, есть прекрасные эко-сумки, я сейчас всем раздам. Зуфар Давлетшин, Михаил Любимов, Андрей Мохов, Рамзиль Гарипов. 7 дней. Борьба добра со злом, тьмы и света идет сегодня не только на улицах наших городов, но и в интернете. Я уже говорил вам, что погрузившись в популярную среди наших детей социальную сеть ТикТок, я ужаснулся, сколько там роликов, пропагандирующих пошлость, неизменные человеческие инстинкты, дурные поступки. Так что еще раз советую всем родителям интересоваться, чем занимаются ваши дети в социальных сетях. Вопрос, что мы можем сделать, чтобы снизить влияние негативного контента на наших детей? Ставить преграды, закрывать железный занавес бесполезно. Современные технологии давно имеют глобальный характер. Прогресс невозможно остановить. Но я уверен, разнузданным тиктокерам тьмы мы должны противопоставить тиктокеров света, несущих светлое, разумное, вечное. Таких тиктокеров будет готовить татарский детский канал «Шаян», который на этой неделе посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Подробности у Эльзиры Юзаевой. Столько
столько звезд на одной сцене, и главные лица Первого детского телеканала гостей встречают, как сказали бы сами герои торжества, весьма креативно. Под ритмичный речитатив татарский слог хоть и звучит чудно, но со вкусами молодежи тут явно не поспоришь. Позже президент скажет, что только дети являются и создателями, и экспертами современных течений. То, что нравится молодежи, редко когда приходится по вкусу старшему поколению. Но на том, как известно, и кроется классика взаимоотношений отцов и детей. У молодых людей свой способ самовыражения, и их возраст им пока позволяет проводить самые неординарные эксперименты. Этот ролик Шаян ТВ в социальных сетях набрал свыше 1 миллиона просмотров. Видео, которое снято, как говорится, на коленках, без монтажа и ретуши, длительностью всего лишь в несколько десятков секунд. Буквально через несколько секунд все подписчики маленькой ведущей из Шаян ТВ уже были в курсе происходящего. У Зили чуть больше 1000 интернет-поклонников. Телевизионных, наверное, намного больше. Она ведет сразу несколько интернет-блогов. В каждом из них рассказывает не только и не столько о своей жизни, сколько о работе на Шаян ТВ. По словам Зили, контент на татарском языке, что немаловажно для детей, находится еще только на стадии своего развития, но прогресс неумолимо движется вперед, и тем для раскрутки невероятное множество. Хотелось бы больше каких-то тикток-хаусов на татарском языке, блогеров, которые ведут аккаунты чисто на татарском языке, чтобы больше певцов, чтобы певцы, артисты приходили к тиктоку, чтобы не боялись и развивались. Школу юных блогеров Первого детского телеканала на этой неделе показали и президенту. Здесь дети и идейные вдохновители, и монтажеры, и сами себе режиссеры. На этой платформе опытные наставники учат производству развлекательных, познавательных и обучающих роликов на татарском языке. В планах открыть собственную фабрику тиктокеров. По словам экспертов, интернет мог бы стать хорошим подспорьем для эффективного внедрения родного языка в жизнь детей. Ведь это так просто и доступно. И главное, что эти ролики будут абсолютно безопасными для просмотра детьми, потому что за их производством следит большая команда профессионалов. Мы хотим сохранить татарский язык, культуру, хотим сохранить все возможности, которые позволяют, хотим использовать все возможности, которые позволяют так или иначе развивать, например, там, татарский язык, в других регионах, другие какие-то, да? Наверное, да. И тогда мы должны использовать для этого абсолютно все возможности. Әлбәттә, безгә киләчәктә дә әле алга таба ниндер яңа формаларын, юлларын табып эшләргә кирәк. Менә әйттегез бит, TikTok-та булырга кирәк, безгә нәрсәдер анда кирәк. Без ул мәсьәләләрдә булышырбыз. Әлбәттә, сезнең теге дөнья гына түгел, беренче чиратта Татарстанны, Башкортстанны һәм безнең татарлар яшәгән регионнарны капларга. Для Шаян ТВ эти слова президента звучат не столько как напутствие, сколько как поддержка и одобрение уже готовых проектов. За 2 года аудитория Первого детского телеканала выросла до 15 миллионов человек. Казалось бы, откуда такие цифры, если самих татар в Татарстане чуть более 2 миллионов? Не стоит забывать, что Шаян ТВ могут смотреть люди любой национальности. Ведь, как известно, языковой барьер детям не преграда. Интересный мультфильм или передачу они могут смотреть на любом языке. Это, к слову, на заметку родителям, которые хотят воспитать в национальной языковой среде. К тому же в век цифровых технологий Шаян ТВ не стал замыкаться в рамках одного телеформата. Одноименная интернет-площадка дала возможность для выплеска новых современных решений. Свыше 7000 переведенных на татарский язык мультфильмов, документальных и научно-популярных программ, свыше 20 оригинальных проектов на родном языке. Все это было сделано всего за 2 года. Ежедневно в создании программ участвуют более 100 детей из Казани и районов республики. Без гел булышабыз. Әлбәттә, гел булышкан җирдә нәтиҗә юк. Менә сездә, менә монда без күрәбез. Сез зур хезмәт куясыз. Сез бу уенга түгел, бу профессионал, зур эш, һәм сез аны бик матур итеп эшлисез. Һәм сезнең эшегез бүген халык өчен, безнең милләтебез өчен, безнең балалар өчен генә түгел, уллар өчен дә
бик кирәк. Многофункциональная студия Шаян ТВ – это студия «Трансформер». На одной площадке, сменив одну декорацию на другую, пишутся разные программы. Конечно, этот процесс доставляет определенное неудобство. Проектов все больше, а места все меньше. Стремительно развивающемуся каналу сегодня тесно в существующих стенах. Тем более, что Шаян ТВ за эти годы действительно вымахал не на шутку. Он уже стал лауреатом премии «ТЭФИ Kids» и имеет другие, не менее престижные телевизионные награды. Каждый новый проект, кажется, должен иметь свою целевую аудиторию. Но на Шаян ТВ практически все программы, как говорится, без возрастных ограничений. Вот, к примеру, одно из последних достижений – это перевод на татарский язык мультфильма, который уже обрел мировое признание и который любят и взрослые, и дети. На встрече с шаяновцами президент заметил, что «Маша» на татарском языке звучит даже лучше оригинала. Машина ерак сиңа, син машина узып киттең. Маша біне артта қоядыр. Им действительно приходится быть умнее, добрее, смелее своих сверстников. И многое непозволительно, так как эти дети всегда на виду. На них равняются, у них учатся, им подражают. Возможно, они пока даже не осознают, какую большую миссию несут на своих детских плечах. Ильзира Юзаева и Андрей Ключников. 7 дней. На этом у нас все. Всего вам хорошего. Ин из Гетелякляр. И, конечно, всем любви. Увидимся. Здравствуйте! В студии София Егорова. Предстоящая неделя прогнозируется морозной. О погоде поговорим прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана, в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге начало недели будет облачным и снежным, до минус 19. В среду и четверг будет ясно и морозно. К выходным прогнозируются обильные снегопады и минус 11-13 градусов днем. На юго-востоке Татарстана, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево. В понедельник и вторник облачно, минус 14-19. Однако в среду небо прояснится, но ненадолго. В течение всей недели будет очень снежно. В центральных районах республики понедельник встретит жителей снегом и морозом, минус 15. Во вторник будет особенно холодно, минус 18. К выходным на пару градусов теплее, но осадки только усилятся. На юго-западе республики начало недели умеренно морозное и снежное. Середина недели ясная и без осадков до минус 19. К пятнице прогнозируются осадки вплоть до воскресенья. На северо-западе республики, а также в Казани почти вся неделя ожидается пасмурной и снежной, минус 14-16 градусов. Выходные также снежные и холодные. Более подробный прогноз погоды смотрите ежедневно на ТНВ. До свидания.